Вальга. Шеф. Александр Лукашенко отобрал у меня мою жизнь, мою страну, ну то есть отобрал у меня все. Ми білоруси, мирні люди, серцем віддали. Як не виходить, коли ми маємо свободу, коли всі люди у Білорусі не можуть і не мають можливості такої. А ми маємо, і нам треба виходити. Гэта Ануча, гэта Лукашинська, гэта того режиму, який катує по теперішній час білорусів. І сьогодні показати треба всьому світу картинку, не ту, що рисує Лукашенко, що у нас там пляски, гулі, всі за батька, а показати, що супроть. Там, що хто покаже, коли не може. В Білорусі ніхто не покаже, там розрозуміло. Белорусский народ, так как и литовский народ, ну как мы как братья. Я много раз был в Беларуси, хорошие люди там живут, и им надо свободы так, как и нам. Ну этот ваш, как вы там, батька называете, ну всем надоело уже, и он такой, как кажется, добрый, когда, ну типа, ну говорит в камеру, а как надо смотреть в детали. И как говорит, ну, такой, как говорят люди, дьявол скрывается в деталях. Жив я Беларусь. Почему вы маску надели? Потому что есть такая у белорусов история с 2020 года. Белорусы котики, у них лапки и когтики. Вот мы решили поддержать эту тему, потому что белорусы котики тоже, потому что белорусы хорошие на самом деле. А то, что Лукашенко захватил власть в стране, к сожалению, это вот то, что сейчас мы имеем. Мы выходим на мітинги кожную неделю, каб сусвет і білоруси, які залишилися вдома, бачили, що ми не спинилися, ми не передумали, ми не переобулися, ми все так же ожидаем, как Беларусь была вольной, Беларусь стала демократичной державой. Ну чего бояться? Как только мы показываем им страх, вот тут они начинают нами руководить. А ведь на самом деле просто надо дезинфекцией заняться. И в первую очередь в своей голове. А я вірю, що переміни будуть і все буде добре, ми повернемося додому. Разбури, турми, мури, браніш свободу.